Ракетный двигатель, способный поднимать в космос до 250 тонн груза. Старт такого... Чтобы вот эта огненная струя, которая вылетает из двигателя, не сжигала стартовый стол. Это один из способов продемонстрировать людям чудо левитации. Другой метод – оптическая иллюзия. Некий аппарат создает голографические картины, в которых земляне могут увидеть как знакомые, так и таинственные образы, зачастую летающие тарелки. Так называемых зеленых человечках, которые вот сидят в этих кораблях. Выйдя за пределы секретных лабораторий, уфология продолжает будоражить воображение. Аппарат видел сам Сергей Павлович Королев. Мне его нарисовал, вот это его рисунок, Федор Игнатьевич Рябов. Это ведущий конструктор нашего центрального проектного отдела. Профессор Бурдаков полагает, летающие тарелки – голографические подсказки человечеству, в каком направлении развиваться космонавтике. Базовый опыт, навеянный наблюдениями над НЛО. То есть неподвижное висение, левитация, без всякой опоры. Так сказать, вообще этому способствовала книга Мензела, где он все аномальные явления объяснял какими-то отражениями, миражами Гала. Во-вторых, не сбрасывалась теория того, что это могут быть внеземные цивилизации. Третье – это выяснение, возможно, прикладного использования. Вот три основных этих, так сказать, линий, они велись. Почти всем летающим объектам найдены естественные объяснения. Правда, по строго засекреченным. Исключительность нашей системы, полагают астрофизики, надо искать в самом начале, когда Солнце и планеты только зарождались, а это 4,5 миллиарда лет назад.